На канале Абхазского телевидения вы смотрите информационный выпуск Камши-Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В Сухуми открылась вторая международная научно-практическая конференция правоведов. Между Апсномедиа и крупнейшей региональной медиакомпанией Татарстана Татмедиа подписано соглашение. Благотворительный фонд «Ашан» объявляет сбор средств на лечение пятилетней Валентины Корнетян. «30 лет назад, 21 сентября, в Сухуми начались уличные бои. На Восточном фронте шли успешные операции. На Западном фронте абхазские подразделения выдвинулись от универсама в сторону кафе «Ветерок». Закрепились в здании управления троллейбусного хозяйства. С большими потерями удалось освободить здание типографии, где в подвалах склада печатной продукции засели грузинские гвардейцы. Абхазские бойцы вышли к подступам Сухумской горы, расположенной на ней телевышки. До Дня Победы остается 9 дней. Вице-президент Бадра Гунба обсудил вопросы, связанные с подготовкой к празднованию 30-летия Победы и независимости с представителями силовых структур и главой администрации города Сухум Бесланом Эшба. На совещании была утверждена план, в соответствии с которым будет введен ряд ограничений по передвижению автомобильного транспорта по центральным улицам столицы 28 и 30 сентября. 28 сентября движение будет перекрыто с 6 утра до часу дня по прилегающим к площади Свободы улицам: Арзенба, Гулия, Басария, Дзидзария, Дбар, Пушкина, Айтгылара, отрезок проспекта Аяйра от улицы Пушкина до Чочуа. В этот день будет организовано двустороннее движение. В этой связи на улице Лакоба будет полностью запрещена парковка автомашин. 28 и 30 сентября будут организованы перехватывающие парковки для граждан на привокзальной площади Сухумского вокзала и ЖД-станции Киласурь. Здесь же будут организованы дополнительные бесплатные маршруты общественного транспорта. Министерство культуры отобрало 6 работ, представленных на конкурс короткометражных, документальных и художественных фильмов об Отечественной войне народа Абхазии. Отобрано 3 художественных и 3 документальных фильма. Это документальные фильмы Мананы Кукускир, Фатимы Кутеля и Элеоноры Гилая. И художественные работы Тенгиза Джопуа, Даура Ладария и Сабины Харджеля. Демонстрация фильмов состоится 25 и 26 сентября в 16 часов в Государственном музее боевой славы в Сухуми. Выставка под названием «Летопись войны» из архива военного корреспондента Екатерины Беби откроется 27 сентября в Агу. На выставке будут представлены 170 фотографий участников Отечественной войны народа Абхазии, которые объединяют 1500 бойцов. В тот же день в Агу пройдет презентация новой книги Екатерины Беби «Письма, написанные кровью», посвященной памяти журналиста Гарри Дбар. Проект реализован при поддержке сотового оператора «Амобайл». Подробности рассказала сама автор на пресс-конференции в Сухуми. Репортаж Гугуцы Вардания. Рассматривая кадры военной хроники, задумываешься о храбрости их автора. Ведь держать фокус в момент, когда над головой свистят пули, непросто. Так, рискуя жизнью, известный абхазский журналист, военный корреспондент Екатерина Беби вместе с коллегами собирала бесценные кадры, которые сегодня являются частью летописи войны. Вы знаете, как относились к нашим съемкам, нашим записям? Они говорили: «Санцей бара». Вот он засознева, создырцу, видеоконхапха. И как раз таки у многих вот наследие, то, что они оставили, это видеоряд, это их голоса.
Голоса тех, кто погиб, защищая Родину, образы героев и события, запечатленные на сотнях снимков из архива Екатерины Бебия, будут представлены в преддверии Дня Победы сразу на 3 фотовыставках – 27, 28 и 29 сентября. Экспозиции состоятся при поддержке сотового оператора «Амобайл», специалисты которого всегда являются инициаторами важных и нужных проектов. Сотовая связь «Амобайл». Я хочу выразить благодарность. Если не они, если не сотрудники сотовой связи, я, может, даже и не решилась бы. Этот год у меня очень тяжелый год. Я в трауре, я и не думала что-то организовывать, но они мне помогли еще выйти из вот такого кризиса, можно сказать. И я поработала, чтобы их не подвести. Весь видеоархив, вы сами знаете, это не одна кассета, это несколько видеокассет. Все перерыть, выбрать из тех, что у меня есть, самые оригинальные кадры, их взять на фотостоп и подготовить для фотовыставки. Это не так легко, сами понимаете. Но я с удовольствием работала, потому что это наш архив, это наш героизм, героизм наших ребят. Каждый миг мы все обсуждали, это не так легко, сами понимаете. Даже начиная с пригласительных билетов. Я даже сказала, может, не нужно пригласительные билеты, но они настолько красиво все это подготовили. И фотографии они сами выбирали. И даже вот эти же военные фотографии они сами почистили, привели в порядок. Первая фотовыставка пройдет 27 сентября, начало в 11:00. Вторая – 28 сентября на площади перед Абхазским драматическим театром, также с 11 часов утра. 29 числа в Ощемчирском доме культуры, начало в 12:00. Екатерина Георгиевна прошла всю войну с камерой в руках и запечатлела такие моменты, которые впоследствии стали историей победы и независимости народа Абхазии. Это очень важные кадры, очень нужные и с огромным смыслом для всей Абхазии, будущих поколений, для истории. И вообще это очень трогательные моменты, которые нужно помнить, нельзя забывать. На фотовыставке представят 170 снимков из архива Екатерины Бебия. Каждая фотография – судьба человека, история отдельной семьи, которую разлучила война. Был такой момент в моей жизни, пришла женщина ко мне домой после войны, и она сказала, я сына воспитала без отца, он погиб на войне, отец, и вот сейчас он женился, свадьбу мы играем, и сын попросил, я хочу на свадьбе, чтобы был отец, отца нет, но я хочу, чтобы ты показала видео. А мы же всех наизусть не знали. И я говорю, как мне его найти, ни имени, ни фамилии. И она приблизительно сказала, в какой бой, где я его снимала. Я ее посадила и открыла все эти видеокадры, и она сама смотрела. 3 дня смотрела, не могла найти. А она дома, у меня еще офис не был, дома вот прямо. Я ее оставляла и уходила. И вы представляете, один день я прихожу, она сидит, плачет и говорит, я его нашла. И она до такой степени это так восприняла, как будто он живой вернулся. И я ей переписала, еще добавила, сюжет подготовила. И мы это крутили во время свадьбы сына. И он говорит, выше подарка в моей жизни не будет. Возможно, на этих фотографиях многие узнают родных и близких, героев, которые оставили бессмертный след в истории Абхазии. Гугут Савардания, Заур Кварчия, Абхазское телевидение. В Сухуми открылась вторая международная научно-практическая конференция «Публичная власть. Проблемы формирования и функционирования». Научный форум приурочен к 30-й годовщине победы в Отечественной войне народа Абхазии и 15-й годовщине признания Российской Федерации независимости нашей страны. В заседании приняли участие ученые, юристы, преподаватели вузов, аспиранты. Подробнее в репортаже Сарии Кварасхели.
Главная тема научно-практической конференции – публичная власть, проблемы формирования и функционирования. Ее цель – проанализировать модели публичной власти и, прежде всего, государственной власти и местного самоуправления, фундаменты и формы их организации, роль, эволюцию и состояние в наши дни. По случаю открытия конференции приветственную речь по поручению спикера парламента Абхазии Лаши Ашуба зачитал руководитель аппарата Народного собрания Вадим Бжания. Проведение научно-практической конференции в столь значимой для Абхазии даты говорит не только о тесных научных связях, но и взаимоуважении научных сообществ Абхазии и России. Научная конференция такого уровня проводится во второй раз на территории Республики Абхазия. Это становится уже доброй традицией. Являясь платформой для взаимного обмена научным и практическим опытом, конференция укрепляет дружественные связи, открывает перспективы для дальнейшего научного сотрудничества. С открытием научного форума поздравил и руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов. Как отметил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в поздравлении президенту Республики Абхазия Аслану Бжания и абхазскому народу, за прошедшие 1,5 десятилетия Абхазия добилась значительных успехов в построении демократической государственности и в развитии самостоятельной национальной экономики. Между нашими странами налажено отношения союзничества и стратегического партнерства. Отрадно отметить, что конференция проходит в Абхазии, и ее организаторами выступают административисты. Люди, профессионально занимающиеся преподаванием и научными исследованиями в области административного права и процесса, практические работники системы государственного управления. Затем слово предоставили президенту Академии наук Абхазии Зурабу Джапуа. В конференции принял участие ректор Юго-Осетинского государственного университета профессор Вадим Тедеев, который зачитал указы президента Южной Осетии Алана Гаглоева. Почетной грамотой за заслуги в области высшего образования, многолетнюю научную и педагогическую деятельность награжден Заур Шалашава. Грамотой также награждена заместитель председателя Конституционного суда Диана Пиля. Почетное звание «Заслуженный деятель науки Южной Осетии» присвоено президенту АНА профессору Зурабу Джапуа. Затем Вадим Тедеев представил свой доклад о государственности Республики Южная Осетия в контексте геополитических рисков на постсоветском пространстве. Сегодня со стороны Украины и стран НАТО происходит неприкрытое подталкивание Грузии к обострению ситуации на Южном Кавказе для открытия так называемого второго фронта. При этом необходимо отметить те геополитические направления, которые являются благополучными. Это прежде всего Российская Федерация, которая является самой близкой страной для Южной Осетии и регулярно помогает не только мирному строительству республики, но и оказывает огромную поддержку на международной арене. В рамках конференции были зачитаны доклады о принципах государственной службы, о правовых основах обеспечения эффективности и устойчивости публичной власти, а также о понятии «публичная власть» в публично-правовых науках. Публичная власть признается политико-правовой категорией. И, как верно указывал еще Юрий Маркович Козлов, в подобном смысле власть представляет собой право, способность и возможность оказывать определяющее воздействие на деятельность и поведение всех подвластных субъектов. В пленарном заседании приняла участие председатель Верховного суда Абхазии Саида Будба. Она подробно рассказала о работе органов исполнительной власти, обеспечивающей деятельность судов республики. Конституционный закон о судебной власти – главный закон, который определяет на сегодняшний день статус органов и деятельность органов судебной власти, определяет, что организационное обеспечение деятельности судов – это в первую очередь финансовое, кадровое, материально-техническое обеспечение судов, всех судов Республики Абхазия. Если в самом общем виде обозначить и проклассифицировать те органы, которые занимаются обеспечением судов, деятельностью судов, это в первую очередь аппараты судов, первая классификация, первый вид органов. Вторая – это органы судейского самоуправления, но они у нас аналогичные, как и в Российской Федерации. И, собственно, те органы, которые не имеют отношения к судебной власти, это органы законодательной и исполнительной власти. На площадке научного мероприятия прошла презентация книги «История государства и право народов Кавказа». В книге изложена краткая история государственно-правового развития Абхазии с древнейших времен до современности. Издание написано под общей редакцией доктора юридических наук профессора Дамира Шапсугова, который лично презентовал книгу. Вот этот учебник
Это последняя, 4-я книга, таких 4. Вот. И в этой книге речь идет о государстве и праве Абхазии и государстве и праве Черкесии. Вот это в одном издании. Вот. Я хочу сказать, что символично, наверное, очень, что первая презентация этого учебника, вот именно этого учебника, происходит там, где проживает народ, который имеет и будет иметь свой правовой мир. Очень богатый. Это просто, понимаете, мне казалось иногда даже просто преступно, чтобы все человечество не знало о том богатстве правового мира, который создали народы Кавказа. Раздел «Государство и право» написан учеными-историками Абхазии. Совместная работа принесла свои плоды. Мы взялись за это дело, честно говоря, действительно. Сначала сказали, напишите страниц по 30-40. Потом сказали, ну, можно по 60-70. Потом сказали, ну, давайте уж до 300-400 доведите. И так далее, и так далее. Так мы ее тихо-тихо раздувая и создавали. И по периодам, вот тут сидит Нала Валерьевна, Касландия, Виктор Владимирович, который занимался только обычным правом, Аслан Фазлыбович по 20-ю современности и так далее. Организаторы Международной научно-практической конференции Академия наук Абхазии при поддержке президента Аслана Бжания, парламента, Конституционного суда, представительства Россотрудничества в Абхазии. Сария Кварацкеля, Лилиян Маршан, Абхазское телевидение. Правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизтоплива из России. Как сообщает Интерфакс, такое решение принято для стабилизации внутреннего рынка. Уточняется, что это поможет насытить рынок топлива, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей. Ограничения не будут распространяться на страны ЕАЭС, Абхазию, Южную Осетию и гуманитарную помощь. Между Апсна Медиа и крупнейшей региональной медиакомпанией Татарстана Татмедиа подписано соглашение о сотрудничестве. Документы подписали руководители компании Роберт Джопуа и Шамиль Садыков. В настоящее время в состав Татмедиа входят 66 филиалов. Это редакции республиканских, городских и районных печатных СМИ, телерадиокомпаний, информационное агентство «Татар-Информ», а также крупнейший в Поволжье полиграфическо-издательский комплекс «Иделпресс». В мае нынешнего года абхазские журналисты посетили Татарстан с целью изучения опыта Татмедиа. Именно тогда и было решено заключить договор. Документ также предполагает помощь в реализации различных проектов, в том числе в техническом оснащении Апснамедиа. Этому подписанию предшествовала наша поездка туда, в Татарстан. Их медиахолдингу уже более 15 лет. Мы около 3 месяцев назад ездили к ним, увидели их работу. Даже до того, как мы подписали вот сегодня соглашение, за эти 3 месяца мы провели уже несколько онлайн-семинаров. Коллеги делились с нами своим опытом. Это и развитие соцсетей, это и работа информагентства, это и верстка газет, то есть самый широкий спектр работы. Готовы делиться организационными моделями, обучающими программами. И, наверное, вот в сфере информационных технологий тоже, наверное, где-то будем подключаться и оказывать возможную поддержку. В Гагрском районе возросло количество природных возгораний, сообщает пресс-служба МЧС. За последние сутки в общей сложности огнем была охвачена территория в 1 гектар. Быстрому распространению огня способствует сухая и теплая погода. Сотрудники ПСО по охране Гагрского района силами 4 пожарных расчетов ликвидировали возгорание. Главная причина их возникновения – человеческий фактор. Спасатели призывают население к бдительности и строгому соблюдению правил противопожарной безопасности. В противном случае резко возрастает опасность возникновения крупных лесных пожаров с непредсказуемыми последствиями.
Благотворительный фонд «Ашан» объявляет сбор средств на лечение маленькой Валентины Корнетян. У девочки сложное заболевание почек и не только. Ей необходимо срочно пройти очередное обследование и лечение в Российской детской клинической больнице. Сейчас, чтобы помочь Вале, необходимо собрать 257 тысяч рублей. Все детали у Рады Чичава. Мечта маленькой Вали – быть счастливым ребенком. Говоря это, ее бабушка Вартануш Мартиросян едва сдерживает слезы. Валя родилась с межпозвоночной грыжей. Спустя всего 2 недели после рождения девочку прооперировали в первый раз. Вале всего 5 лет, но большую часть жизни она проходит через обследования и операции. Наверное, у нее первая мечта – это ходить, это играть с детьми, чувствовать себя ребенком. Мечта ребенка какое? Почувствовать себя счастливым ребенком, который она не может этого чувствовать. Мечта у нас довольно богатая. Надеюсь, что сбудутся наши мечты. Очень надеемся на это. Но в реабилитационном центре, когда я была, врач сказал, что ребенок будет ходить, потому что ребенок не запущенный. Делала все необходимое и в реабилитационном центре, и мы сами тоже занимались. Дали нам шанс о том, что ребенок будет ходить. Глядя на озорную улыбчивую Валю, невозможно поверить, что всю жизнь эта маленькая героиня борется с тяжелыми заболеваниями. В возрасте 2 месяцев у ребенка была обнаружена гидроцефалия. Девочку экстренно вывезли за пределы страны и провели шунтирование. После, в ходе очередного обследования, был выявлен еще один диагноз – гидронефроз почек. Валентина обратилась ко мне с бабушкой в возрасте 4 лет, это было, наверное, 3-4 месяца назад, с жалобами на отсутствие самостоятельного мочеиспускания и самостоятельного стула. Ребенок развивался с задержкой в моторном развитии, в речевом развитии. Какую-то реабилитацию или ЛФК проходить невозможно было. Они проводили своими силами все, что могли, но это было в щадящем режиме, так как у ребенка установлены шунты. А в возрасте 9 месяцев она впервые перенесла мочевую инфекцию, на фоне которой развились вторичные изменения со стороны почек. У ребенка появились внезапные отеки нарастали, и при обследовании урологом было выявлено, что у ребенка нарушение иннервации тазовых органов, гидронефроз с 2 сторон, хронический пиелонефрит, реабилитация длительная, а помочь ребенку, помочь бабушке нужно, у нее есть все шансы на полноценную жизнь, на то, чтобы она сегодня тоже могла бегать, прыгать и скакать. Гидронефроз почки – это очень серьезное заболевание, требующее незамедлительного оказания медицинской помощи. Сегодня маленькой Вале необходимо пройти очередное обследование, лечение и курс реабилитации. В семье Корнетян Валя – старшая дочка. Долгое время они самостоятельно лечили девочку и впервые обратились в фонд «Ашана». Бабушка занимается своими возможностями, лечением своей внучки, но этого недостаточно. К сожалению, ресурсы их ограничены. В связи с этим обратились к нам в фонд «Ашана» за оказанием им медицинской помощи. Мы, естественно, согласились, не отказываем никому. Мы написали заявление в Московскую клинику имени Пирогова. Многопрофильный центр откликнулся. Он уже готов принять девочку, оказать все медицинские услуги ей, чтобы в дальнейшем девочка развивалась и жила так, как все здоровые дети. На данный момент мы открываем сбор средств на 257 тысяч рублей для того, чтобы в многопрофильной клинике провели обследование, проверили ее почки. Если в дальнейшем нужно будет какое-то дополнительное лечение, чтобы все это там они смогли провести. 257 тысяч рублей – сумма, которая сейчас необходима для маленькой Вали, которая мечтает быть счастливым ребенком. Говорят, чудеса случаются там, где в них верят. Благодаря вере каждого из нас у лучезарного ребенка может появиться шанс на беспечное детство и здоровое взросление. Реквизиты для помощи Вале вы можете найти в социальных сетях и на сайте благотворительного фонда «Ашана». Давайте вместе претворять чудеса в жизнь. Рада Чичава, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. 24 сентября в Сухуме в Республиканской детско-юношеской спортивной школе игр пройдет открытый республиканский турнир по карате «Кубок памяти» в честь героев Абхазии и России.
Соревнования будут проводиться среди юношей и девочек от 6 до 18 лет и старше. Организаторы – Государственный комитет по делам молодежи и спорту и Федерация карате Абхазии. А сейчас прогноз погоды. По сообщению гидрометцентра, в пятницу, 22 сентября, на территории Абхазии ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха ночью плюс 15-20, днем плюс 24-29. Температура морской воды плюс 25 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.